Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В Сухуме прошел круглый стол. Его участники обсудили вопросы энергетической безопасности Абхазии. В Гагарской второй средней школе к столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова прошло торжественное мероприятие. Рисинский национальный реликтовый парк готовится к приему гостей. Здесь активно идут ремонтно-восстановительные работы. Текущую ситуацию в энергосистеме страны обсудил премьер-министр Александр Анкваб с руководством РУП «Черноморэнерго» и его региональных филиалов. Констатировано, что нагрузка на сети вновь существенно растет. Если эта тенденция сохранится, то к сентябрю текущего года прогнозируются серьезные проблемы с энергоснабжением. Если не принять срочных мер, то с учетом традиционного роста энергопотребления в курортный период республика вновь может столкнуться с проблемами подачи электричества, отметила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Проблему в отрасли усложняет и низкая собираемость абонентской платы, и накопленные долги за потребленную электроэнергию. Так, задолженность, сформировавшаяся в период с 2019 по 1 апреля 2022 года, составляет по городу Сухум более 392 миллионов рублей, по Гагарскому району более 331 миллиона рублей, по Галскому району более 65 миллионов рублей, по Гудаутскому району более 230 миллионов рублей, по Учимчирскому району более 197 миллионов рублей, по Гулрипшскому району более 104 миллионов рублей, по Сухумскому району более 56 миллионов рублей, по Ткварчалскому району более 95 миллионов рублей. В ходе обсуждения проблемы несанкционированного подключения к энергосетям и установки трансформаторов большой мощности премьер-министр выразил сомнение в том, что эти многочисленные факты могли иметь место без участия самих энергетиков. В период, когда это поощрялось, ваши коллеги активно сотрудничали с майнерами и другими пользователями электроэнергии, оказывая им свои услуги в обход существующих норм. Теперь, когда от вас требуют наведения порядка, кое-кому сложно исправить ситуацию, подчеркнул Александр Анкваб. По мнению премьера, совершенно неоправдан раздутый аппарат РУП «Черноморэнерго». Только в одном из его подразделений энергосбытия штат работников с 64 человек в 2015 году вырос до 304 к 2020. Где КПД от этой армии работников? Задал вопрос премьер-министр руководству «Черноморэнерго». Подводя итоги совещания, премьер-министр, обращая внимание руководителей головного предприятия и его региональных филиалов на отсутствие запаса времени, потребовал принятия кардинальных мер по исправлению ситуации. Вопросам энергетической безопасности Абхазии посвящался круглый стол, организованный Центром социально-экономических исследований и Конгрессом народа Абхазии. Ранее ЦСИ были проанализированы имеющаяся информация об Ингургэс, проблемы, с которыми сталкивается население по линии обеспечения электроэнергии, данные Госстата и открытые материалы РУП «Черноморэнерго». Все это позволило сотрудникам Центра выявить серьезные риски, о которых, в частности, и шла речь на круглом столе. Сотрудники ЦСИ озвучили свои предложения по выводу энергетической отрасли из кризиса. В работе круглого стола приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, депутат парламента Беслан Эмурхба, замминистра экономики Теймур Азмиквабия, представители общественности. Расширенный репортаж смотрите в нашей программе после выпуска новостей. В Общественной палате состоялись довыборы 2 членов палаты от политических партий и общественных организаций. Довыборы были объявлены в связи с тем, что один из членов Общественной палаты, Эрик Ирштуни, был избран депутатом парламента. А Надежда Венедиктова вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию. На 2 вакантных места было предложено 9 кандидатур от различных политических и общественных организаций. Сами выборы прошли путем тайного голосования. Членом Общественной палаты избран кандидат от Республиканской общественной организации Апсадгил Астамурахба. 2 кандидата получили равное количество голосов. По ним назначено повторное голосование. Ахба Астамур получил 21 голосов из 31 проголосовавших
членов Общественной палаты. Поэтому он считается избранным членом Общественной палаты Республики Абхазия, с чем мы его поздравляем. По второму кандидату у нас получились равные голоса. Вот, и коллегиально члены Общественной палаты приняли решение провести новое голосование, повторное голосование. Делегация Абхазии, возглавляемая советником президента по науке и культуре Нугзаром Логуа, посетила Абазинский район Карачаево-Черкесской республики. По поручению президента Аслана Бжания за вклад в развитие и укрепление связей двух стран ряд работников культуры КЧР были награждены государственными наградами Абхазии. В преддверии 158-й годовщины окончания Кавказской войны гостям показали спектакль «Горсть земли». После спектакля делегацию принял глава Абазинского района Руслан Кужев. На встрече обсуждались проблемы сохранения и развития языка и культуры абхазо-абазинского этноса. 20 мая в районной библиотеке аула Псыш прошли шамбовские чтения, посвященные памяти ученого абхазского и российского государственного деятеля, создателя Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тараса Мироновича Шамба. К другим новостям. С утра 20 мая сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски пропавшего жителя республики Зураба Гаяева, 1962 года рождения. Поиски начались после получения сигнала о пропаже и велись совместно с сотрудниками ОВД Сухумского района. Как сообщает пресс-служба МЧС, тело пропавшего было обнаружено в нижнем течении реки Гумиста. По предварительной версии, удившего рыбу Гаяева смыло течением реки. Сотрудниками оперативных подразделений МВД Абхазии в результате проведения целевых мероприятий изъято 6 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Все подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел. Сотрудниками оперативных подразделений МВД Абхазии в результате проведения целевых мероприятий изъято 6 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум в ходе проведения оперативных мероприятий изъят пистолет системы ГЛОК-17 с магазином, снаряженным патронами в количестве 18 единиц у жителя города Сухум Чолари Руслана Хутовича, 1967 года рождения. При исследовании специалисты экспертно-криминалистического центра МВД Республики установили, что изъятый пистолет калибра 9 на 19 мм заводского изготовления технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. По данному факту в отношении вышеназванного гражданина возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов. Последний отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания столичного ОВД. Пистолет системы Макарова калибра 9 на 18 мм с патронами к нему изъят в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Лохадзе сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с оперативным составом и уполномоченными участковыми Пицунского отдела милиции Управления внутренних дел по Гагрскому району у жителя села Дурипш Гумба Дениса Дауровича, 1994 года рождения. Экспертами установлено, что изъятый пистолет переделан из сигнального в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. В отношении гражданина Гумба по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия вменяется жителю города Гагра Сичинава Гураму Юрьевичу. В ходе личного досмотра у последнего сотрудниками УР МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел Гудаутского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъят пистолет системы ТТ с боеприпасами. Расследование проводит группа дознания Гудаутского РОВД. Сичинава отпущен под подписку о невыезде. Пистолет системы Макарова, снаряженный 8 патронами, изъят у жителя города Сухум Чолари Сандро Беслановича, 2000 года рождения. Последний был задержан в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел на центральном рынке в городе Сухум. Согласно проведенному исследованию, изъятый пистолет переделан из охлащенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки огнестрельного оружия в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. Сандро Чолари отпущен под подписку о невыезде.
У жителя Сухумского района Цкуя Адгура Сарденовича 1974 года рождения при личном досмотре изъят пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему. В отношении гражданина Цкуя по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска столичного ОВД. Раскрыто еще одно преступление, совершенное с применением незаконно приобретенного, хранимого и носимого огнестрельного оружия. На месте преступления изъяты стрелянные гильзы. В отношении жителя села Утхара Гудаутского района Антелава Инала Владимировича 1993 года рождения по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 207 и частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Вышеназванный гражданин, находясь в общественном месте во дворе многоквартирного дома по улице Эшпа в городе Сухум, действуя из хулиганских побуждений, произвел выстрелы в воздух из незаконно приобретенного автомата Калашникова калибра 5,45 мм, снаряженного патронами к нему. Оперативные мероприятия по задержанию гражданина Антелава провели сотрудники первого отдела милиции УВД по городу Сухум совместно с сотрудниками отдела внутренних дел Сухумского района. Огнестрельное оружие, боеприпасы изъяты. Также установлено, что на момент совершения преступления задержанный пребывал в состоянии наркотического опьянения. Расследование уголовного дела проводит отдел дознания столичного УВД. Решением суда города Сухум Инал Антелава помещен под домашний арест. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова. В честь этой даты в Гагарской средней школе номер 2, носящей его имя, прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчеля, представители посольства Российской Федерации в Абхазии и Россотрудничества. Смотрите репортаж Азины Ханагуа. Вот уже 50 лет Гагарская вторая школа гордо носит имя генерал-лейтенанта авиации, дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова. Гостей школы в военной форме с улыбкой на лице встречают учащиеся. Все они знают об истории героя Великой Отечественной войны. В рамках торжественного мероприятия, посвященного столетию со дня рождения Виталия Попкова, гости посетили школьный музей боевой и трудовой славы. В 1941 году 34 выпускника Гагарской школы пошли на фронт. Об их героизме рассказали школьники. 2 июня 1941 года был назначен выпускной вечер в 10 классе, в котором классным руководителем был Александр Илларионович Боржицкий. 34 ученика окончили школу. Но кто знал, что выпускной вечер придется проводить не в зале, а в одной из классных комнат на 4-м этаже. На следующее утро с вещмешками без повесток о призыве наши мальчики стояли у военкомата. В музее боевой и трудовой славы зажгли поминальную свечу и минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны. Затем начался концерт. Учащиеся подготовили рассказ о жизни героя, о его подвигах. Стихи о войне и песни в живом хоровом исполнении звучали в актовом зале. История школы тесно переплетается с историей легендарного человека. Семья Попковых была из Москвы. В Гагру переехала в 1934 году. Виталий Попков учился во второй Гагарской средней школе. Когда началась Великая Отечественная война, он служил курсантом в Чугуевской военно-авиационной школе. Сражался на Калининском, Донском, Степном, Первом и Третьем украинских фронтах. Был командиром звена авиаэскадрильи. За годы войны летчик-истребитель совершил более 400 боевых вылетов. Успешно провел 117 боев. Лично сбил 41 вражеский самолет. Это был уникальный человек, и вся его жизнь была посвящена беззаветному служению Родине. Я больше чем уверена, что каждый ученик этой школы будет всегда знать и помнить тот исторический подвиг, совершенный Попковым, но и еще будет с честью и достоинством, и с гордостью носить его имя. В это тяжелое время, когда в мире столько нестабильности и идет война по соседству, я думаю, что самое главное – это память. А данное мероприятие, оно учит детей чтить память
не дать возможности переписать историю. Мы знаем, что 9 мая мы отпраздновали 77-ю годовщину Великой Отечественной войны. Но у нас 30 сентября 30 лет со Дня Победы нашего народа в Отечественной войне, народа Абхазии. И мне кажется, что только данные мероприятия могут научить детей чтить память наших старших, любить свою родину. На протяжении месяца педагоги и учащиеся усердно готовились к мероприятию. Были трудности, конец учебного года, с репетициями сложно, добираться многим деткам сложно, многие из Цандривша, многие из Алахадзе, но мы как-то старались с этим справиться. Все учителя, весь педагогический состав подошел к мероприятию очень серьезно. И вот видите то, что у нас сегодня получилось. И я думаю, что главное это то, что дети это делали с удовольствием. Безусловно, учащиеся Гагарской второй средней школы дорожат историей и традициями своего учебного заведения. Это они продемонстрировали на сегодняшнем мероприятии. Шазина Ханагуа, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение. Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера «Детство» Чика осетинского режиссера Аслана Галазова удостоился специального диплома на фестивале патриотического кино «Малая земля» за любовь к малой родине, бережное и точное воссоздание атмосферы детства. Об этом сообщает «Спутник Абхазия» со ссылкой на режиссера. Галазов поделился, что не ожидал получить награду, однако внимание жюри ему было приятно. «Детство» Чика сняли в 2019 году в Абхазии. Картина производства Владикавказской экспериментальной киностудии была снята при поддержке Министерства культуры России. Открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая земля» проходил с 3 по 7 мая в Новороссийске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе фестиваля помимо конкурсных показов прошли спектакли, концерты и мастер-классы. Рисунский реликтовый национальный парк готовится к приему гостей. Здесь активно идут ремонтно-восстановительные работы. Ремонтируют все – дорожное покрытие, бордюры и сетки, водопровод, канализацию и линии электропередачи. Меняют и дорожные знаки. Одним словом, работа кипит, ведь надо успеть до начала курортного сезона. Репортаж Лауры Капш. Ритинский национальный реликтовый парк остается одним из самых популярных туристических направлений в Абхазии. Большинство отдыхающих в первую очередь стремятся попасть именно сюда. За состоянием заповедника здесь следят круглый год. Но сейчас работы ведутся особенно активно. Совсем скоро лето, поэтому сотрудники стараются максимально подготовиться к началу туристического сезона. Ход работ проинспектировал директор Ритинского реликтового национального парка Адам Арбагателя. По его словам, зима в этом году была суровой. Такого снегопада на территории заповедника не было порядка 30 лет, и поэтому нужно выполнить очень много работ по хозяйственной части. Порядка 3-4 видов работ одновременно ведутся. Есть, конечно, где мы запаздываем, но запаздываем не потому, что мы не готовы были к этому, а потому, что погода не позволяла эти работы выполнять. И поэтому максимально все службы приведены в соответствующий режим. По сравнению с прошлым годом, мы в такое время, нами было выполнено уже все. Все работы были проведены. Но тогда погода позволяла. В последнее время на некоторых участках дороги к озеру Рица, а именно в районе Чапгарского каньона или «Прощай, Родина», как его еще называют, происходит обильный камнепад. Из-за этого страдают установленные вдоль дороги бордюры и сетки. Ну, фактически до 6, это которые уже залиты у нас, вот, и до 6 еще, наверное, надо будет нам заменить. Ну, частично это не только у нас бордюр, у нас автоматически идет и сетка, которая просто вместе с бордюрами ушла. Замена идет, потом плюс укрепление еще сетки идет. И в таких опасных местах мы собираемся в зимний период уже как бы снимать это все, чтобы на следующий год не приходилось все делать по новой. Нужно отметить, что здесь ведутся ремонтно-восстановительные работы дорожного покрытия, а также меняют дорожные знаки. Как отметил Тенгиз Джергеня, некоторые из них пострадали от снегоуборочной машины, а другие износились. На этой неделе вот, все знаки будут установлены.
И для туристов, и для местных жителей уже будет, естественно, видно, где поворот, где стоп, где парковка. Я думаю, мы удовольствие составим и сами будем радоваться этими знаками. На 41-м километре дороги между парковочной стоянкой и смотровой площадкой появились трещины и разломы. Расширяться некуда, а с этой стороны земля поползла. Поэтому сейчас я не готов, конечно, ответить, что это такое, но мы обязательно изучим эту тему и обязательно в кратчайшие сроки надо в порядок приводить. В обустроенном здесь оперативном пункте расположились медицинский кабинет, отдел охраны, милиция. Ритинский реликтовый парк на летний период времени нанимает медперсонал и обеспечивает кабинет необходимыми лекарствами для оказания первой помощи. Чтобы полюбоваться красотами озера и кипарисовой рощи, можно прокатиться на катамаране. За безопасностью туристов следят спасатели. Как известно, высокогорная зона Абхазии характеризуется суровой зимой, и поэтому каждую весну работники сталкиваются с необходимостью восстановления водоснабжения, канализации и линий электропередачи. В этом году мы заменили около 200 метров почти канализационной линии, которую лавина уничтожила снежным покровом. Водопроводную линию восстановили, чтобы подать на Рицу воду. И освещение полностью восстановили, потому что из 30 лампочек все перегорели за зиму. Сделали ремонт ГЭСа-генератора, который сейчас работает, он в хорошем состоянии. То есть мы подали электроэнергию на объекты общественного питания, воду. Гидроэлектростанция на озере Рица полностью автономная и не зависит от Черноморэнерго. ГЭС обслуживает объекты торговли и общепита, работающие в парке. В последнее время в связи с увеличением объектов растет и нагрузка на энергосеть. Мы стараемся доводить до людей, что у нас возможности нету больше подать энергию, и за это страдает качество электроэнергии. Поэтому мы вот сейчас решили не подключать другие некие объекты новые, если они появляются, допустим, к электросети нашей, потому что не имеем возможности такую. И всем предпринимателям мы сообщили, что если они будут превышать нагрузки своей сети, то у нас будет ГЭС выходить в аварийные ситуации. У нас есть счетчики электроэнергии, мы контролируем каждый объект, сколько потребляет. И когда они превышают свои пределы, мы подходим к ним и объясняем. В основном они стараются это понять. Все работы, которые проводятся в Ритинском заповеднике, выполняются за счет собственных средств. Как отметил Адамар Богателя, благодаря приобретенной спецтехнике этой зимой парк смогли посетить много отдыхающих, так как дороги вовремя расчищались от снега и заносов. В этом году была зима суровой. Снежный покров достигал вот на этом месте на озере Рица до 3 метров. Я с ответственностью хочу заявить, что если бы не эта техника, ни один турист сюда не попал бы в зимний период. Но с помощью этой техники с 1 декабря по 30-31 марта Ритинский парк посетило около 40 тысяч туристов. Это благодаря той технике, которую мы приобрели, на мой взгляд, очень вовремя. Одним словом, в Ритинском реликтовом парке ждут гостей и активно готовятся к летнему сезону. Лаура Капш, Дамир Гонджио, Абхазское телевидение. Министерство обороны Абхазии объявляет прием документов на обучение в высших военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации. Прием документов будет проводиться с 23 мая по 21 июня в Министерстве обороны Республики с 10 до 15 часов. С перечнем специальностей и необходимыми документами для допуска к вступительным испытаниям можно ознакомиться на КПП Минобороны. Телефоны для справок 229 77 47, 229 77 28. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 21 и 22 мая на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода в субботу и воскресенье без осадков. В понедельник 23 мая временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса, температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.